Подарки ради подарков. Сегодня в мировом календаре отмечается одна из необычных дат – День дарения подарков. Быстрый отклик и помощь нуждающимся. В Сибай сегодня прибыла икона святителя Николая Чудотворца с частичкой его мощей. Особый рецепт изготовления и трепетное отношение к своей работе. Каковы еще секреты специалистов предприятия «Наш хлеб», узнавала Евдокия Титаренко. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. 2,5 тонны. Именно столько хлебобулочной продукции ежедневно отправляется в торговые точки Сибая и близлежащих районов с предприятия «Наш хлеб». Есть у мучных изделий своя особенность. С тонкостями хлебопекарного производства сегодня знакомилась наш корреспондент Евдокия Титаренко. Несмотря на разные диетические рекомендации об ограничении хлеба в рационе, главный продукт мировой цивилизации продолжает употреблять подавляющее большинство ее представителей. Потому кондитер и пекарь являются одними из самых востребованных профессий. Любовь Калинина работает на этом поприще сравнительно недолго. Ее трудовой стаж на предприятии «Наш хлеб» составляет 6 лет. Начинала с должности пекаря, сегодня Любовь Ивановна заведующая пекарней. И к своей профессии, и непосредственно к продукции собственного производства она относится с особым трепетом. По своей специальности, другой специальности. Но вот за 6 лет вот вроде бы стала вникать, уже выучила кое-какие нюансы и работаем. Печем хлеб на хмелевых дрожжах. Хлебушек отменный, он полезен для здоровья. Там нету этих прессованных, сухих дрожжей, которые вредят организму. Всего на предприятии «Наш хлеб» работает 25 человек. Это пекари, кондитеры, фасовщики, грузчики и так далее. Специалисты отмечают, процесс изготовления хлеба очень трудоемкий и кропотливый. Даже с учетом автоматизированного труда на многих этапах рабочего процесса, изготовление одной булки в среднем занимает 6 часов. Кстати, продукция здесь имеет свою изюминку. На этапе замешивания теста в него добавляют такой ингредиент, как хмель. Только у нас начинается в наших слоях, так сказать, населения, начинается пробуждаться интерес к этому хлебу, к хмелевому хлебу. Раньше, и возьмешь хлеб, например, в любой точке, возьмешь хлеб, его сжимаешь, он получается в кулаке, да, и не аромата, там запах дрожжей. А возьмите хлебушек, они сокобированные, наши пекарни. Там запах чего? Запах хмеля. Хмель мы закупаем не в Сибае, не в Башкирии. В Башкирии почему-то нет таких продаж хмеля. В зимний период у нас спадает объем, в летний период у нас поднимается объем. В летний период мы можем дойти и до 3 тонн. Это вот когда у нас вывоз продукции, потому что идет по точкам деревень. В деревнях прекращают топить печки, начинают покупать хлеб. После всей необходимой процедуры замешивания теста до полной готовности хлеб выпекается в этих современных печах в течение 40 минут. Помимо хлеба, здесь же изготавливается различная кондитерская продукция. На вид хрупкие девушки-кондитеры до 100 раз в день поднимают эти большие листы, масса которых достигает 7 килограмм. Так что если кому на первый взгляд может показаться, что профессия кондитер простая и легка, это далеко не так. И вот вся эта готовая продукция в количестве 2,5 тонн ежедневно отправляется в многочисленные торговые точки Сибая и близлежащих районов. Хлеб, лапша, различные кондитерские изделия. Общее количество наименований готовой продукции составляет выше 30. За 9 лет существования предприятия «Наш хлеб» значительно расширило спектр производимой продукции. Сегодня ее предпочитают более половины наших горожан. И эти достижения не предел. У коллектива далеко идущие планы относительно развития производства. А пока не просто радуют сибайцев высококачественной, вкуснейшей хлебобулочной и кондитерской продукцией. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В городе продолжаются работы по сплошной замене дорожного полотна. Самый большой объем работы в нынешнем году запланирован на улице Чайковского. Именно поэтому за этот объект специалисты возьмутся в числе последних. Сегодня же дорожные службы развернули свою деятельность на улице Горной в поселке с одноименным названием. Условия дождь не диктуют, но нет-нет, да заставят оглянуться на небо, не собираются ли ливень или осадки в виде града. Нынешнее лето теперь уже никого не удивляет, говорит заместитель директора предприятия «Сибайдорстрой» Александр Елизарьев. Непостоянство погоды заставляет дорожников заметно ускорять темпы работы, но это не сказывается на качестве асфальтового покрытия. По улице Горной предстоит обновить 400 метров дороги. Это площадь в 3600 квадратных метров. В городе же на сегодняшний день заасфальтировано
на около 30% из запланированных участков. Это улицы Клары Цеткин, Коммунистическая, Учелинская, Кусимова и переулок Интернациональный. Предстоит сделать улица, значит, Пархоменко, у нас там 2 небольших отрезка. Но основная вся задача у нас на улицу Чайковского. Там большой объем, там примерно будем месяц с лишним делать. Лиана Кириллова, Гуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Как показывает практика, даже хорошие ровные дороги не всегда спасают от дорожно-транспортных происшествий. В минувшую пятницу вечером по проспекту Горняков возле лицея Ирандык произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, в результате чего его пассажир получил травмы лица. Как выяснилось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и, будучи лишен водительских прав за такое же правонарушение. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Сибай. Виновнику аварии теперь грозит уголовная ответственность. Сегодня в Сибайский храм Отрады и Утешения была привезена икона святителя Николая Чудотворца с частичкой его мощей. Она пробудет в нашем городе в течение недели. Какой силой обладает святыня, узнавали наши корреспонденты. Икона Николая Чудотворца является одним из наиболее чтимых православных образов святых. К божественному изображению обращаются в молитве при различных жизненных ситуациях. И, как утверждает большинство людей, при искреннем прошении верующих он быстро откликается и приходит на помощь к нуждающимся. С сегодняшнего дня приложиться к его святому лику могут и сибайцы. В нашем храме сегодня прибыла икона самого известного, наверное, святого православного, это святителя Николая Чудотворца, который жил еще в III веке. И вот, несмотря на то, что прошло 17 столетий, он известен во всем мире. И мощь его сегодня, вот мы знаем, находится в Санкт-Петербурге, которые привезены из итальянского города Бари, где хранятся вот его останки, его мощи этого святого. И частички мощей есть и в некоторых других храмах. И вот к нам прибыла сегодня икона из Стерлибашского района, где строится монастырь в честь этого святого. Святитель Николай, познавший человеческие беды и нужды, помогал и в болезнях, и в быту, но особенно в самых трудных, порой отчаянных ситуациях, когда кажется все, выхода нет. Великий чудотворец в своем стоянии перед Богом, в защите за мир, за всех, кто к нему обращается, не оставляет людей без своей помощи и сегодня. Его в народе называют Николай Угодник, Николай Чудотворец, Николай Милостивый. Ибо действительно он вот настолько помогает людям, что нет такой просьбы, где бы он не мог помочь. Поэтому просят его о разных и семейных нуждах, и в путешествиях люди молятся, и неправедно осужденных. Ну и, в общем, нет таких случаев, где бы не помогал. Описано огромное количество чудес этого святого. И даже многие люди, кто носит с собой или возит в машине молитву водителя, там обязательно вот с другой стороны образ Николая Чудотворца. Всю неделю до воскресного дня, значит, до 23 числа икона будет находиться в нашем храме. 24-го ее уже увезут в свой монастырь, где она находится. И в эти дни ежедневно можно будет прийти, помолиться перед этой иконой в любое время, дневное. И здесь будет совершаться молебен с чтением акафиста. Антон Шерстнев, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.
И еще о новостях из мира религии. На минувшей неделе группа верующих из всех мечетей города побывала на родине известного башкирского религиозного деятеля, народного целителя, лекаря Мужавира Сиразидинова. Имя Мужавира Хазраты жители Сибая, Баймака и окрестных деревень вспоминают чуть ли не каждый день. Ведь живший здесь полвека назад чудесный старец – главная знаменитость наших краев. Герой нескольких книг и множества рассказов и легенд. Умерший в 1967 году, целитель до сих пор привлекает к своей могиле рядом с деревней Мансурова религиозных паломников со всей республики. Посещение могил усопших считается сунной в исламе. Другими словами, в религии такие действия приветствуются. Пророк Мухаммад говорил о том, что мусульманам предписано посещать могилы своих близких, известных и святых людей, обращаться к ним с приветствием и читать молитвы. Посетили этот зиарат с намерением больше приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Ведь Всевышний Аллах говорит в Коране: «Бисмиллахир-рахманир-рахим, вакуну ма-ас-садикин». Будьте вместе с праведниками. И с таким намерением, следуя велению Всевышнего Аллаха, мы, надеясь на получить довольство Всевышнего Аллаха, Его благословение, помощь, заботу для нас и для наших детей, для наших семей, детей, родственников, близких, всех мусульман, совершили сегодня зиарат к праведному человеку. Альхамдулилля, посещение праведных людей и при их жизни, и в то время, когда их нет с нами, их могил, зиаратов является очень богоугодным делом, является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посещение кладбищ, могил не только родственников, но вот и таких особенных, любимых Аллахом человек, людей, является очень богоугодным делом. Поэтому мы, надеясь на Всевышнего Аллаха, делали дуа для всех нас и для наших близких мусульман. Надеемся, что Всевышний Аллах принял наши дуа. Представители духовенства не только посетили могилу Мужавира Хазрята, но и побывали в мечети и доме-музея народного целителя 20 века. Поездка была очень поучительная, признаются сами паломники. Директор Сибайского историко-краеведческого музея Альбина Ермулина ознакомила всех присутствующих с историей края и археологическими ценностями. Бабушки поделились воспоминаниями о чудесном старце и поблагодарили организаторов поездки. В ближайшем будущем они намерены вернуться сюда снова, уже со своими детьми и внуками. Ведь подрастающее поколение тоже должно знать историю своего края и личностей, обладавших уникальным даром. Ляна Кириллова, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. Дарить подарки в праздники – обязательный атрибут любого крупного торжества. Подарки под елкой на утро после новогодней ночи. Цветы и конфеты на 8 марта, сувениры после дальней поездки. Но нужны ли поводы для того, чтобы радовать своих близких? Ведь любой подарок – это в первую очередь способ подарить частичку себя, поделиться душевной теплотой, любовью и хорошим настроением. Формальности лишает ритуал волшебной сущности, решило международное сообщество и установило день, когда подарки совершаются ради самого подарка. Сегодня, 17 июля, отмечается День дарения подарков. Ринат Музафаров пообщался с сибайцами и узнал, какие самые запоминающиеся подарки дарили нашим горожанам. Сегодня во всем мире отмечается День дарения подарков. Вот скажите, пожалуйста, по этому поводу, какой самый запоминающийся подарок вы получали или, может быть, преподносили, и насколько важно вообще радовать своих близких таким образом? Самый большой подарок – это башкирская энциклопедия. Я вообще люблю читать книги, поэтому книга для меня самый лучший подарок в жизни. А от кого вы его получили? Получила от родителей на 15-летие. Ага. А сами подарки дарите, и что вас подвигает это делать? Большинству я люблю дарить сувениры обычно близким людям и книги. Я только узнал, что сегодня праздник. Подарок, я думаю, что я сам матери машину подарю. Вы узнали, что сегодня такой праздник, как-то распорядиться этой информацией планируете? Да, сейчас дочке пойду велосипед куплю. Вот мой самый большой лучший подарок. Сложно вспомнить прям такой подарок. Даже самую мелочь от мужа, это, знаете, какой замечательный подарок. Самый большой для меня. А как часто радует? Раз в месяц точно цветы дарит.
Подарки дарить обязательно нужно. Во-первых, это поднимает настроение. Я считаю, что подарки дарить нужно не только на какие-то там даты. Можно просто так дарить подарки, каждый день радовать друг друга. Какой-нибудь мелочи, вы знаете. Там, ну, это, мне кажется, да. Ну, самый такой подарок дарить, это доводилось мне моему брату, вот, который сейчас ушел. Я написал ему на 17-летие рэп. Сегодня 5 июля, твой день рождения. Сегодня 5 июля, особый день. Сегодня 5 июля, не грусти. Сегодня 5 июля, брат, лети. Хотя постой, брат, не улетай, постой, брат. Ну, очень важно показывать своим близким свою любовь, обязательно. И самый важный подарок, который в моей жизни был, машину подарили на 35 лет. Когда даришь подарки, все равно же тем, кто получает эти подарки, приятно. Я думаю, поэтому и нужно дарить подарки. Ой, подарков много было, конечно, не помню даже, какой самый большой подарок. Вот дочка сапожку привезла. Цветы я люблю, и дарить люблю цветы тоже. Мне вот нравится больше всего или цветы девочкам дарить, или машинки. Девочкам? Да. Машинки? Нет. Мальчикам машинки? Да. Я в футболе скоро буду учиться, и поэтому мне надо футбольный мяч, мне скоро его купят. Ну вот 15 июля, это получается позавчера, у меня был день рождения. Спасибо. И вот мне дочка сделала большой подарок, и родственники тоже подарки сделали. Цветы, я люблю очень цветы, люблю ухаживать за цветами. Ну, приятно, конечно, когда всегда получать, всем приятно получать подарки. Ну и дарить тоже, конечно, приятно. Помню, знаете, в детстве подарил мне дядя большого зайца, такого голубого. Вот прям подарок навсегда запомнился. Поведайте нам, пожалуйста, судьбу зайца. Что Так и сидит. Он так и сидит, да, дома на диване у нас. Уже прошло сколько лет? Не знаю, 15, наверное. 15 лет. До сих пор заяц живет у меня. Сама дарила, ну, мало что дарила, но считаю, что дарить подарки – это здорово. Все-таки радует людей и близких. Это круто. Такими были новости понедельника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работал Наиля Ахмедшина. Удачной недели, берегите себя.